Здесь много говорили про отца. Я вообще очень счастлив, что я сюда попал. Я рад видеть вас всех и рад, что его помнят, рад видеть эту обстановку теплую, рад видеть людей, которые с такой добротой в глазах отзываются о нем. Мне это очень все приятно. Я, наверное, не так много знаю отца как профессионала, журналиста, да, я больше могу рассказать про него как про человека, потому что я, его сын, и я бы хотел отметить несколько, может быть, черт. Во-первых, он для меня был очень добрым и позитивным человеком всегда. Мне кажется, Бог его за это очень сильно любил, потому что я никак, в семье он проявлялся как очень добрый и позитивный человек. Единственный раз, я помню, мое самое такое вот сильное наказание, когда я был подростком, наверное, после школы, там что-то накосячил, где-то пропал там вечером, он меня встретил на улице. Я думаю, сейчас что-то будет. То есть время было уже очень позднее, я не знал, как вот я его увидел, он где-то сейчас. И он молчал всю дорогу до дома. Для меня это было просто ужасно. Я сам себе вот эти все диалоги прогонял в голове, что он мне говорит, как меня ругает, но он мне не сказал ни слова. И я вот до сих пор, на всю жизнь это запомнил. То есть было, конечно, да. Поэтому, всегда он был добрый, я не слышал, чтобы там матери какие-то, что там не ругали, чтобы как-то там какой-то негатив от него. Поэтому, мне кажется, это в жизни очень важно, это повлияло на него и в работе, то есть позитив, люди должны быть позитивные, должны нести как-то добро в жизнь, да, и мне кажется, в его работе это тоже отражалось, то есть какой-то вот такой позитивный настрой на все, на жизнь, как бы на работу. Также он мне запомнился и вот отпечатался в моей памяти о нем и обо всем, насколько он трудолюбивый, что ли, насколько он в работе, если он за что-то берется, он прям, как какой-то мини-трактор, он все делает и делает, и делает, пока не доделает. Я не такой, меня это, удивляет, но на самом деле он был трудолюбивый и любил достигать какие-то свои цели. Когда он уже за год, наверное, до того, как он ушел, я, на даче, он любил дачу, там, возиться с огородом, наверное, не знаю. Это его было любимое дело летом, там, наравне с рыбалкой. Я зашел в теплицу, он постелил себе, у него была болезнь, он уже наверное, не мог ходить нормально. Постелил какие-то штуки там в теплице и лежа что-то там с помидорами делал. То есть у человека оставалась еще энергия, чтобы жить, чтобы что-то делать. Не просто вот, уйти куда-то там, не знаю, в негатив и все плохо, все пропало. Он продолжал жить, бороться с болезнью, продолжал там что-то заниматься своим любимым делом, хотя он уже даже по большому счету ходить уже не мог, а все равно он что-то делал вместо того, чтобы просто лежать и телевизор смотреть. И этот человек для меня человек, который занимался тем делом, которым он хотел заниматься. Раз уж мы говорим о том, что здесь конкурс журналистов, да, конкурс детей, которые хотят чем-то заниматься, да, интересным в своей жизни. Я бы хотел поддержать их и сказать, что стучитесь в те двери, куда вы хотите попасть, да, идите туда, чем вам интересно заниматься в жизни. Занимайтесь тем, что вы любите делать. И вы добьетесь успеха это в любом случае. То есть, как я понимаю, у отца был такой характер, он соединял людей, он был, человек, как сказать, connecting people, да, он был очень сверхобщительный, он был сверхактивный, общительный, ему не стоило там. Он ходил, просил помощи у людей, он помогал людям, он как-то, для него не было проблемы вообще, по взаимодействовать с любыми людьми, какие бы, эти люди не были. То есть это тоже очень важно, мне кажется, для журналистов взаимодействовать с людьми, да, там, добывать информацию, либо идти в закрытые двери, пытаться что-то сделать во взаимодействии с людьми, это тоже очень важно. И я бы хотел сказать, что он же стал журналистом, наверное, потому что он хотел стать журналистом, да, но он и делал что-то для этого, то есть он попал в театральное училище, да, наверное, тоже не просто так, то есть он вряд ли хотел стать там слесарем или каким-то инженером гениальным и случайно попал в театр, да. Нет, я как понимаю, он ушел в город из деревни, потому что у него появилась такая возможность. То есть тогда не всем разрешалось просто взять и поехать в город, да, там были свои тоже какие-то проблемы. То есть он остался один, у него умерла мама, и он ушел пешком в город, чтобы там заниматься тем, что ему нравится. И я считаю, что у него это получалось, он достигал в этом успеха, поэтому, потому что ему нравилось это делать, и нравилась эта работа, нравилось взаимодействовать с людьми. И я вас тоже призываю к этому. То есть берите
какие-то учебные курсы в интернете. Э, Смотрите, учитесь, занимайтесь, идите туда, неважно, журналист, либо программист, либо, не знаю, инженер, либо, не знаю, проектировщик там каких-то механизмов для автомобиля. Если вам это нравится, просто идите и занимайтесь этим. Учитесь в интернете, берите курсы, идите учитесь, поступайте в институты. И если вы будете получать от этого кайф, у вас все получится абсолютно в жизни. Мне кажется, отец достаточно яркий пример вот этого. Он занимался чем, что ему нравится, и достигал успеха, достигал результата. Поэтому спасибо вам, что вы пригласили меня. Я очень рад был приехать сюда. Спасибо вам, что дали что-то сказать про моего отца. Я его очень любил, на самом деле. Это для меня один из ярких примеров в моей жизни. Не везде я могу, может быть, соответствовать немножко, другое еще что-то, но тем не менее. И это очень важный человек, и спасибо, что вы дали мне окунуться в эту атмосферу.